деятельности и жизнедеятельности Алексея Елисеевича. У нас в Национальном архиве хранится рукопись Кулаковского Алексея Елисеевича, которая знаменитая рукопись якутской интеллигенции. Так, где он как бы на рубеже веков. Это была рукопись, написана в 1912 году, и он делится с мыслями о перспективе развития якутского народа. Там он как бы он делится со своими как бы, да, современниками о том, как должна вот развиваться якутская нация того времени. И в этом плане он как бы говорит о том, что единение с русским народом это и есть, как бы сказать, путь к выживанию якутского народа. Он всегда был, как бы сказать, сторонником того времени, что судьба России есть судьба и Якутии. Так, вот поэтому там это все вот генеральной вот красной нитью вот его произведение, через его произведение вот эта мысль, как бы сказать, проводится. Ну, рукопись была передана, была сделана в селе Качекацы, тогда, да, Хангаласского тогда улуса, в 1912 году, где он жил у своего друга Барашкова, тоже, да, одного тоже выдающегося представителя, да, якутской интеллигенции, и она была написана, вот эта рукопись была написана там, и она была передана в Национальный архив, то есть тогда был партийный архив, в 1933 году. И она сохранилась. Здесь внимание предлагается, вот, огласят наши работники Национального архива, вот, из письма с рукописи Алексея Елисеевича Кулаковского, да, вот, раздел называется «Школа и общественная жизнь». О школах вопрос весьма широкий и открытый, поэтому представляю его вам и обществом, ибо единый голос в нем имеет слишком малую компетенцию. От себя я скажу только, хотя это не ново, что существующих школ слишком мало, что программы их слишком чужды нам, слишком неприложимы к нашей жизни. Скажу еще больше, хотя это вам покажется крайностью, начальные и церковно-приходские школы вредят нам, учась в них дети, развитие детей, учась в них дети знаний не приобретают, а от физических работ отвыкают. Нужно общее развитие детей на понятном для них языке, а не пичканье на ненужном барахлом их славянской, жидовской и греческой старины. Хотя хоть по одной школе в каждом улусе с программой, соответствующей действительным потребностям нашей школы, а также школы не с казенной программой, не будет открываться на счет козлы, а поневоле придется открывать их на свой счет. Поэтому желательно школы вроде сельскохозяйственной, низшего типа, в которых можно получить знания, хотя бы главнейший элемент, то есть по хозяйству. Во-вторых, в существующих школах нужно ввести якутскую письменность, введение кое в году займет максимум 1 месяц. В-третьих, интеллигенция ныне должна выписывать журналы и книги по сельскому хозяйству и распространять по мере сил и возможностей почерпнутые в них сведения. Интеллигенция же должна взять на себя миссию создания якутской литературы, без которой распространение грамотности среди якутов, а следовательно и просвещение невозможно. Первым и существенным шагом к созданию якутской литературы должны быть переводы с русского на якутский язык. В-четвертых, необходимы общественные библиотеки, для которых, между прочим, надо выписывать периодические специальные журналы, чтобы иметь понятие о текущей жизни внешнего мира. В-пятых, очень желательны ремесленные школы, так как для ремесленников у нас открылось бы широкое поле действия, ввиду отсутствия кустарей и наличности сырого материала.
В-шестых, нужно принять меры борьбы с пьянством, картежной игрой и курением табаку, так как сам некультурный народ, как бывает всегда, не может бороться своими силами с этими видами культурной услады и даже вовсе не понимает их вреда. В-седьмых, об открытии кредита бедному люду, об уничтожении классной системы землепользования и об борьбе с кулачеством принимать меры, по-моему, не следует. По моему мнению, могущему казаться вам весьма странным, это такие явления в жизни якутов, с которыми в данное время бороться нет ни расчету, ни возможности. Если, например, будет теперь введен пайковый дележ покосов, то бедняки, которым достанутся много паев, сдадут их в аренду богачам на десятки лет, зарясь на арендную плату, и тем ухудшат свое положение, а паи сделаются верными залогами будущей закабаленности владетелей. Дело в том, что, согласно законам психологии, некультурный человек не умеет и не может ценить как значение самой культуры, так и материального благосостояния в будущем. В частности, он не запасается про черный день, говоря, что это кагаммат, сорку эстеммет. Раздайте, например, всем якутам по 1000 рублей каждому. Вы увидите, что через более или менее продолжительное время 0,8 или 0,9 якуток эти деньги проживут, оставив у себя лишь большую разнузданность нравов, склонность к вину, картам и лености. Долго живя на слегах батурусского улуса, я заметил одно странное явление, подтверждающее сказанное. Именно, пьянство и картежная игра распространены больше в тех наслегах, кое владеют хорошими землями, следовательно, кое были материально обеспеченнее. Богачи, кулаки, высасывая голубы все возможное и тем самым, держа их в черном теле, делали бессознательное добро, делая. Они отнимали у них те средства, которые давали последней возможности предаваться азарту, страсти и праздности. Они доводили бедняков до необходимости бороться за свое существование путем усиленных трудов, чем воспитывали в них энергию и трудоспособность. Конечно, этим я не хочу сказать, что эксплуатация бедным-богатыми, особенно развитая в восточных улусах, не имеет дурных сторон. Эксплуатируя бедняков, богачи копили капитал страны внутри ее и тем преграждали ток его в другие центры. А это в общем смысле благосостояние всей якутской народности дело важное. Нет, господа, для поднятия благосостояния якутов необходимо поднять степень их культурности и сделать их способными к пониманию жизни и явлений ее. Некоторые рассуждают с иной точки зрения, говорят, что поднять культуру якутов можно только тогда, когда он будет материально обеспечен, но с этим мнением лично я, как видите, не солидарен. Посему я думаю, что наших тойонов надо оставить в покое. Кулачество разрушится, и притом скоро, само собой, под напором страшного врага своего – конкуренцию. В данное время надежда только на тойонов и интеллигенцию. Первые – все патриоты, потому могут оказать большие услуги советами, добрыми примерами и материальной поддержкой. В роль вторых – быть инициаторами, агитаторами и руководителями. Источник дохода. Для того, чтобы организовать общество, артели, комиссии и делать предприятия, необходимо, конечно, денежные средства. И вообще статьи дохода, в особенности для начала. Денежные фонды, кроме прямого назначения, нужны еще для укрепления самоуверенности и как притягательная сила к активному участию в делах народных масс. Нужно изыскать первым долгом эти средства. Это вопрос крайне трудный, но невозможный. Хотя заявления единичных лиц в таком важном деле имеют мало значения, но я все-таки решаюсь высказать некоторые свои мнения по вопросу, но утверждать абсолютно их достижимость не могу.